13 мая 2017 года для Читы Мусиных дата по-настоящему особенная. Теплым майским днем 1967 года состоялось бракосочетание Гульнур Шарифовны и Асхата Сахиевича. В грядущую субботу ветераны совместной жизни отметят золотой юбилей – 50 лет совместной жизни. Они, дети войны, воспитанные на примере трудовых подвигов миллионов своих соотечественников, встретились в нежном возрасте 25 лет и с тех пор оставались неразлучны. Он крепкий и осанистый парень, она красивая утонченная девушка. Затягивать с бракосочетания молодые не стали, узаконили свои отношения уже спустя полгода после знакомства. Вот поженились в 67 году, в мае, я говорю, пойдем, подружка, за год будем жить вместе. Воспоминания об этом знаменательном событии навечно запечатлелись в памяти супругов. Вокруг только самые близкие и верные друзья. Всюду нельзя просто и скромно. И именно в этой простоте заключалась искренность, переполняющая неподдельным торжеством молодые сердца, заставляющая их биться в унисон. Тогда даже не продавались цветы, нигде, даже нигде не продавались. Его друзья по работе комсомольцы, один вожак его, Саша, красивый русский парень, на мотоцикле с там девчонками, которые вместе он работал. Они уехали за цветами, за полевыми цветами. Полные охапки цветов принесли. Мы, когда уже находимся, уже 40 лет стояли. И с этими цветами нас, там друзья фотографировались. Впереди молодую пару ждала богатая на события и деятельная совместная жизнь. Асхат Сахиевич, сварщик по специальности, скоро занял должность бригадира, а в разгар трудовой деятельности также принимал активное участие в общественной жизни города в качестве депутата городского совета. Гульнур Шарифовна, имея среднее специальное образование, дослужилась до почетного во все времена звания инженера. Их добросовестный труд был отмечен множеством наград и благодарностей, но главное достижение, как признаются сами супруги, это большая, дружная и крепкая семья. Одно на всех общее счастье. Этот стимул поддерживал и служил незыблемым ориентиром на всем пути супружеской жизни Читы Мусиных. Получали тогда маленькие зарплаты, 62,50. 62,50. Вот хоть я техникум закончила, вот такая зарплата была. Потом 70 рублей, дальше вот так пошло. В радости жили, все нормально было вроде. Тяжело не было, так ведь, Асхат? Я не видел, что тяжело. Мы дали слово себе. Сами не могли учиться от тяжелой вот так жизни. Детям дать только учебу. Но образование дать. Но они даже до такой степени они были сильные на учебу. Директор школы 9-й, 6-й школы Мунир Сахиевич, да, говорит, без Ирика, говорит, мы как без друга, говорит. Своим потомством Мусины имеют полное основание гордиться. Воспитали достойных людей, отмечает взаимный вклад супруги. Старший сын Ирик, две красавицы-дочки Гульнас и Айгуль, видные жители нашего города. На праздники неизменно собираются всей семьей. Поздравить бабушку с дедушкой не забывают и все 8 внуков. Сейчас люди ведь от детей ничего не видят. Они даже не спрашивают: пап, мам, сколько вы получаете пенсию? Они, когда приходят своими гостинцами, вот 9 мая, вот на днях позавчера, охапками пришли, все трое пришли, праздник устроили, большой стол поставили, дети, внуки, все тут. Так хорошо было. Когда их нет, не знаю нам как жить. Вот поэтому они никуда не уехали. Секрет семейного счастья юбиляры формулируют просто. В семейной жизни важно проявлять терпение, понимание и мудрость. Я, конечно, быстро обижаюсь, но я быстро отхожу, быстро. Я не могу молчать долго друг друга. А я сразу останавливаю, хватит, уже сидит, уже в глазах слезы начинают. Нет, конечно, сохранять мы старались, чтобы дети, чтобы не видели такое никогда. Буря, не видели. Потому что тут обижаться его нечего. Он у нас как крепкая стена он был. 50 лет – это целая жизнь. В день золотого юбилея соберутся родные и близкие люди, чтобы искренне поздравить виновников торжества, а кто-то из старых друзей, как и полвека назад, придет с охапкой полевых цветов.
Поздравляя юбиляров от лица телекомпании, мы от всей души желаем уюта, душевного спокойствия и долгих лет семейного счастья. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Гульгинар Аскильдина, телекомпания СТВ.